Прошу прощения. Вот. Здравствуйте. Так, сюда смотри. Я Рамиля Саитова. Я являюсь башкирским политиком и блогером. Ко мне поступили просьбы провести прямой эфир по некоторым вопросам. Самым актуальным вопросом для меня являются лесные пожары в Бурзяне, в Башкортостане, но сейчас, видимо, придется эту тему заменить. Здравствуйте, Иван Иванов. Заменить на тему армяне в Башкортостане. Так. Простите, сейчас я начну говорить быстрее. Итак, армяне в Башкортостане. Согласно Конституции РФ, хотя я РФ не признаю как страну в правовом смысле, но для тех, кто живет по Конституции Российской Федерации, в основных положениях Конституции имеется закрепленная недискриминация по национальному признаку. Что это значит? Это значит, что в целях соблюдения равенства прав независимо от национальности мы имеем право и должны говорить о национальностях в Российской Федерации, о том, каким образом распределяются блага в Российской Федерации в зависимости от национальностей, о том, как изучается культура, родной язык разных национальностей, также в целях недискриминации. Вот, и возник вопрос об армянах в Башкортостане, причем вот это вот слово «армяне», оно просто произвело взрывной эффект. Видимо, армяне – это то, о чем нельзя говорить, потому что, как я полагаю, в основном лица армянской национальности действуют скрытно. Фактически некоторые лица армянской национальности в очень многочисленном составе оккупируют территории, принадлежащие не им, что случилось в настоящее время в Башкортостане. Произошло это через внедрение в руководство республикой лже-главы Радия Хабирова и его супруги Карине Аветисян. Я не знаю, кто она по национальности, потому что, как я понимаю, ее первым мужем был Аветисян. Говорят, что она, почему-то говорят, что она и еврейка тоже, кто-то говорит, что она принадлежит к какому-то клану Бабаяна. Знаете, мне это было настолько все равно до тех пор, пока не пришлось вот так вот напрямую с этим столкнуться. Итак, с приходом Ради Хабирова появился он 11 октября 2018 года. У нас в Башкортостане появилось чрезвычайное количество лиц армянской национальности. Причем в правовом смысле это лица, имеющие иностранное гражданство, что не может не настораживать, поскольку ко мне поступает многочисленная информация, я являюсь правозащитницей, мне много пишут о том, что целые районы просто фактически оккупированы лицами армянской национальности, где-то вроде даже главой района стал армянин, представляете, в Башкортостане, да? Что касается лесных пожаров в Бурзяне, говорят, что... Говорят, что, причем эта информация поступила от армян, что начальником МЧС, Министерства по чрезвычайным ситуациям в Белорецком районе, это там, где вот сейчас идут пожары, является армянин. Вы представляете, да? Значит, чем это опасно? Давайте поговорим о том, как себя проявляют некоторые лица армянской национальности на тех землях, которые им не принадлежат.
эти лица объединяются, как правило, в диаспоры, которые являются замкнутыми, информация из которых не выходит, что по всем теориям социологии, психологии и политики является крайне опасным явлением, потому что напрочь отсутствует социальный контроль за деятельностью вот этих диаспор. Представляете, да, если, например, башкорту дал взятку, то завтра об этом узнает Треть республики, послезавтра узнает вся республика, потому что есть те самые социальные связи, та самая передача информации из уст в уста, та самая нравственная устойчивость, которая осуждает вот эту коррупцию, она же коррупция осуждаема на уровне нравственности. Это ничем не обоснованные привилегии, это нечестно, это несправедливо, когда идет коррупция. Вот, поэтому вот создание вот этих армянских диаспор на территории, давайте сейчас говорить, Башкортостана, это крайне опасное явление, которое влечет за собой, по моему мнению, этническую преступность. Какого свойства? Ну, во-первых, я уже сказала, да, коррупция всех видов и проявлений. То есть это... Вот сейчас это происходит не только на уровне, вот пошли вот у нас армяне, да, Асланян, Больная, так, ну, господа армяне, если вы будете спамить, я просто не увижу вопросы, если вы хотите получить ответы на вопросы, то, пожалуйста, не спамьте, задавайте вопросы, я готова ответить на ваши вопросы. Лёва Бадалян, все люди, ну вот, господа люди, езжайте, пожалуйста, в Армению. Что вы здесь ищете? Если вам не нравятся башкорты, вот я вам не нравлюсь, ну езжайте в Армению. Я вас что, здесь насильно удерживаю, что ли? Так, у меня вот эти надписи меня сбивают немножко. Так, мы говорили об этнической преступности. Вот что сейчас происходит. То есть как только появился Хабиров, появилась информация, простите, я просто не буду читать вот эти вот комментарии, потому что они меня отвлекают. Как только появился Хабиров, появилась информация о том, что армяне заехали в некоторые отели города Уфы и проживали месяцами до тех пор, пока не получили многомиллионные, многомиллиардные подряды, государственные подряды. Вы представляете, да, себе, каким образом они получены? От того, что башкорт приедет и поселится в одном из отелей города Уфы, это совершенно как бы не приведет к получению государственных подрядов. Вот. Таким образом, вот мне пишут, что вся асфальтоукладка в руках армян. Причем мне пишут, что асфальт кладется толщиной 1,5 сантиметра, и на следующий год он уже весь крошится. Но это естественно. Понимаете, вот некоторые лица армянской национальности, они же берут подряды на асфальт не для того, чтобы было хорошо местному населению, для того, чтобы наша республика процветала. У них же совершенно иные цели. Их цель – это доходы, коммерческие доходы, причем полученные коррупционным путем. Что значит коррупционным путем? Это значит, что они ведь и дали еще взятку, чтобы получить подряд. То есть сначала нужно взятку отработать, потом нужно себе на карман положить вообще сколько можно, а потом положить асфальт так, чтобы была какая-то видимость. Потому что вот представьте себе, вот посмотрите, что сейчас происходит в отношении меня. Тысячи угроз, тысячи. Я вынуждена была отключить звонки с незнакомых номеров на телефон. Я была вынуждена отключить функции сообщений с незнакомых номеров ВКонтакте, потому что не поступают угрозы, просто, ну, я бы сказала, ежеминутно. Представь себе, как некоторые лица армянской национальности в количестве 1000 человек прикормились в Башкортостане для того, чтобы вот такая волна ненависти, даже не волна, а цунами в отношении меня просто. Я задала вопрос, откуда столько армян в Башкортостане. Всего лишь навсего один вопрос.
Вот. Теперь, значит, вот это мы видим, что вот какая идет агрессия, бешеная агрессия. Ведь она, представьте себе, она же свидетельствует, это статистическая, когда несколько тысяч угроз, это уже статистическая величина, которая свидетельствует об агрессии всего народа. Армяне, вы понимаете, нет, что вы вот, действуете в ущерб репутации своего народа. Итак, 1000 угроз. Представьте себе, армянину нужен, некоему лицу армянской национальности нужен подряд, например, на строительные работы в Башкортостане. Раньше я думала, ведь я с этого начала, что когда они дают взятки, например, да, эта информация не расходится, поэтому взятки с удовольствием принимают именно от лиц армянской национальности. Но я как бы являясь вот сейчас, находясь в этой ситуации, я понимаю, что они, я думаю, что и взяток не дают, они просто запугивают. Они запугивают, как меня запугивают, точно так же, вот, например, глава администрации, да, сидит, ну, башкорт, например, русский, чуваш, там, марийцы или еще кто-то, ну, из тех, чья нравственность и этика нам знакомы. Хотя мы всех чиновников недолюбливаем, потому что почему-то вот попадая, вот, я даже знаю почему, но попадая вот в эту властную структуру, люди меняют нравственный облик. Ну ладно, ну по крайней мере мы хоть как-то их можем просчитать, вот тех, представителям тех национальностей, к которым мы привыкли. К нему подъезжает некое лицо армянской национальности, возможно, и вот в массовом количестве, и просто-напросто угрожают. Тут ведь угрозы могут быть физической расправы, угрозы могут быть семье. Потом, смотрите, у нас ведь и в правоохранительные органы проникли некоторые лица армянской национальности. Какие еще могут быть угрозы? Возбудить уголовное дело. Просто так, чтобы запугать. Вот таким образом, я так предполагаю, вот я вижу, оказавшись вот в этой ситуации, когда получают 1000 угроз, я предполагаю, что на чиновников оказывается давление и угрозы, и таким образом они получают подряды. Следующая угроза от некоторых лиц армянской национальности. Они у нас в Башкортостане захватили всю добычу песчано-гравийной смеси. Это я пока только о ней говорю. Мне уже несколько лет назад вот говорили, что любимый тост армян в Башкортостане – это «Да здравствует ПГС», что с этого тоста они начинают все свои праздники. ПГС – это песчано-гравийная смесь, ПГС. За эту ПГС, представьте себе, что они делают. Они кромсают все наши реки, вот эти некоторые лица армянской национальности. Они разворачивают наши горы. Они полностью безобразят окружающую среду. Уходит вода. Затем, что такое вот эта песчано-гравийная смесь? Это в том числе, например, песок. У нас в Башкортостане весь песок является золотоносным. То есть песок изымается из привычных мест, затем из него это как-то намывается, да, намывается золото, то есть они его, видимо, куда-то вывозят. Ну вот я однажды даже отследила. Они его вывозят, а потом вывозят уже вот, ну, в виде отхода вот этот песок, который они еще и тоже продают. Лицензии, имеются ли у них лицензии на добычу? Вот возле Куштау, например, нет, возле Юрактау есть огромный карьер по добыче речного песка. Причем он находится в запрещенном месте, то есть он находится в водоохранной зоне реки Белой. С интервалом каждые 5 минут оттуда уезжает огромный КАМАЗ с песком. Вот, и когда я туда подъехала, чтобы сфотографировать, ну вот там же обязательно должен быть номер лицензии, там вот этой разрешительной документации, вы знаете, там просто захлопывали двери, на меня смотрели как на угрозу.
И в итоге, вот я как бы, знаете, просто опасно туда подходить. В итоге, исследовав вот, ну, вот, информацию с этого, ну, вот с этой доски, где, ну, где имеется информация о разрешительных документах, стало ясно, что она просто поддельная. Представьте себе, да, там ни даты, ни дата, ни номер, там оно не, одно ни с чем оно не сопоставляется. То есть указан документ, которого в природе не существует. Вот это о разрешительной документации. Теперь вернемся к тому, что у нас Хабиров и его супруга Корене Аветисян, армянка. Так, к приходу Ради Хабирова в Башкортостан у нас тут уже сложилась очень острая ситуация по добыче так называемого плетника, ради которого разворачивают наши красивейшие Уральские горы, по добыче плетника лицами кавказской национальности, в основном в Баймаке. И, значит, Хабиров грозно пообещал прекратить это, взять под свой контроль. Как вы думаете, для кого он взял это под свой контроль? Кто теперь добывает этот плетняк? Конечно, любители ПГС. И кому идет прибыль, с кем делятся добытчики плетника, вы сами понимаете, да? Они делятся с семьей, которая им покровительствует. Так, что я еще хотела сказать? Знаете, я хочу теперь сказать, я вот как бы целый набор информации, я хочу рассказать историю, мне рассказал ее Рафис Кадыров, это тот человек, который в начале 90-х имел, ну, претендовал очень заслуженно, претендовал на роль президента Республики Башкортостан. Он мне ее рассказал, и после этого я у него спросила разрешения поделиться ею. Он не разрешил. Он мне сказал, как вот именно в то время, когда он был еще успешным банкиром, и его как-то пригласили в Москву, он поселился в хорошем отеле, и, придя вечером в номер, он обнаружил там двух красивых женщин. Он там, чуть не заикаясь, начал вообще спрашивать, а кто это и зачем. Но это, знаете, это я уже перекладываю, то есть, может быть, оно как бы в эмоциональном окрасе было немного не так. Ну, короче говоря, он начал спрашивать, кто это и зачем. Оказалось, что это вот те его партнеры, которые пригласили в Москву. Это были, видимо, переговоры, ведущие к президентству в Башкортостане. Они сказали, что это вот две еврейские девушки. Выбери из них ту, которая тебе нравится. И, значит, женившись на ней, ты получаешь право, пожизненное право, наследственное право, которое унаследуют его дети вот от этой еврейской женщины. Право на, значит, правление в Башкортостане, то есть, ну, фактически на ханство, да. Вот, но Рафис Кадыров, Бедным Башкорт, это наш Башкорт, он совершенно искренне ответил, у меня есть жена, которую я люблю. Вот, у него действительно очень красивая жена. Вот, значит, как после этого разворачивались события? В конце концов, Рафис Кадыров, который мог сделать республику процветающей, создал уникальный банк. У него, насколько я знаю, вот в одночасье, у него это в книге написано, в одночасье просто списали несколько миллиардов денег со счетов, просто вот обрушили, просто вообще украли со счетов. А это же были не его деньги, это были деньги вкладчиков, это были деньги республики. Но доказать-то ему это сложно, то есть, ну, он же вот как бы представляет этот банк. Вот. И плюс еще его отравили так, что он много лет просто не мог ничем заниматься, то есть занимался только лечением и выкарабкиванием. Вот это такая история о том, как становятся президентами в Республике Башкортостан, наверное, и в других республиках также, может быть, и по всему миру так. Вот. Но факт то, что, вот, значит, если выберешь одну из предложенных еврейских девушек, на ней женишься, и, значит, она тебе нарожает детишек, то ты становишься пожизненным ханом, и ну, твои дети вот от этой еврейской женщины наследуют.
Муртаза Рахимов. Очень много у него недостатков. Но он тоже біздің башкурт. Он наш башкурт. У него не было еврейской жены. Поэтому в 2010 году, изрядно помотав, вынудив его распродать половину республики, вот его сместили, причем, вот я не знаю, давайте подумаем, вот в этой трансляции, наверное, в этой трансляции я расскажу эту историю, вообще как сместили Муртазу Рахимова вот в моем понимании. Теперь у нас в республике 11 октября 2018 года появляется Ради Хабиров с женой то ли еврейской, то ли армянской национальности. Ну и вы представляете себе, да, как это происходило? Сколько ему там на выбор предложили таких девушек, я не знаю, выбрал он, видимо, ее. Действительно, она ему родила детишек. И представьте себе, Ради Хабиров пришел в Башкортостан ханом. Но ему же гарантировали, что он пожизненно сам будет там ханом, и дети от Корене Аветисян унаследуют вот это вот место. Поэтому представьте себе всю его злость и ожесточение, когда башкорты его не приняли. Вы представляете, да? Какое пожизненное правление? Так, это значит у нас история с Корене Аветисян. Теперь смотрите, положение Ради Хабирова. Вот я задала только лишь один вопрос публично. Откуда столько армян в Уфе? Тысячи и тысячи угроз. Теперь Ради Хабиров. Коррупционные схемы позволяют ему фактически все государственные подряды, многомиллиардные, там говорят что-то про 50 миллиардов, позволяют ему раздать вот по собственному личному интересу. Тут, значит, жена армянка, которая каждый день вот рядом с ним. И тут, значит, вся ее вот эта братья, которые проживают в отелях, да и не только в отелях. Кстати, я сейчас еще про деньги скажу. Значит, она приехала за подрядами. Она приехала не для того, чтобы в республике было лучше, не для того, чтобы народу республики жилось лучше. Эта вся братья понаехала за деньгами. Представьте себе, например, Ради Хабиров говорит «нет». Представьте себе вот такой удивительный, сказочный вариант, что Ради Хабиров говорит «нет, государственные подряды должны быть распределены честно по конкурсу, с участием всех желающих, и они будут выданы как бы наиболее заслуженному подрядчику». Я у армян ни одного рубля не взяла. И ни одного рубля не обещала, чтобы, вот, например, не дать, да, и, значит, на меня начали наезжать, что это нам обещала, рубль не дала. А они-то его внедрили в республику Башкортостан с целью озолотиться. Что будет, если Ради Хабиров скажет, значит, своей жене и ее, значит, вот, ну, братья: нет, вам не будет подрядов. Вы понимаете, да, он же просто не проснется на следующее утро. Он понимает это лучше нас. Поэтому представьте себе, что происходит в республике. Я вот думаю, с чем это сравнить. Давайте я вам еще в дополнение скажу. Ну я вам могу сказать, что вот в прошлом году я же участвовала в выборах. И, наверное, многие видели кадры, как меня волокли в ФСБ. У меня, кстати, до сих пор вот и позвоночник, и руки, и ноги, то есть они мне там все повредили. И потом меня с выборов, просто за то, что я была на избирательном участке и хотела проконтролировать правильные процедуру выборов, меня оттуда тоже фактически выволокли полицейские. Вот.
Это имея в виду мою неприкосновенность как члена территориальной избирательной комиссии. Ну, естественно, я же написала заявление в полицию. Знаете, кто его рассматривал? Его рассматривал армянин по фамилии Серебряков. То есть у нас вот такая тенденция сейчас, что некоторые лица армянской национальности меняют фамилии на благозвучные русские, ну, я не знаю, какие еще, может быть, скоро и еврейские, и китайские будут, ну, как бы, ну, я думаю, что они меняют на те фамилии, которые вот выгодны. Вот, армянин Серебряков рассматривал мое заявление о преступлении, ну, вы же понимаете, да, вообще, чем оно дело закончилось. Вот я сейчас думаю, у нас ведь есть генерал Золотов, я думаю, какая у него реально фамилия. Бриллиантовые, наверное, скоро будут, алмазовые. Так, это о чем я говорю? Это о том, как... теперь представьте себе, один армянин, например, на должности начальника какого-нибудь в правоохранительных органах. Один начальник. И все, эти правоохранительные органы будут работать только на коммерцию, я так предполагаю. Я предполагаю, что они будут работать только на вымогательство. Я предполагаю, что они будут работать только на замещение местного населения лицами армянской национальности. Сколько у нас лиц армянской национальности в правоохранительных органах, мы не знаем. Значит, в нарушение Конституции, запрещающей дискриминацию по национальному признаку, от нас скрывают информацию, в принципе, о составе, о руководящем составе министерств. И тем более скрывают информацию о, то есть, как бы, и персональные данные скрывают, и национальный состав скрывают. И давайте помножим еще вот на таких вот армян Серебряковых, в которых мы, вот если мы не имеем фотографии, и если, значит, он не раскроет рот и не начнет говорить, мы и не узнаем, что они армяне. Теперь, вот знаете, вот я хочу сказать, Бог ведь недаром сделал нас разными. Это же защитная функция, это социальная защитная функция. Потому что в определенных случаях это Богом заложено. Национальное смешение является опасным. Поэтому, и я так предполагаю, что Богом, как бы Бог предполагал, что некоторые лица армянской национальности особо опасны. Поэтому ведь их внешний облик, их голос и их акцент ведь вообще ничем не укроешь. Поэтому вот если я буду главой Республики Башкортостан, если я буду президентом Республики Татарстан, я думаю, что я дам поручение вообще исследовать вот эту историю со сменой фамилий, историю с выдачей гражданства, историю с пропиской, потому что я вижу вот эту тенденцию, насколько опасно формирование армянских диаспор внутри регионов, на которых они исторически не проживали. Тут я, кстати, хочу сказать о курдах. У нас, я тоже, то есть, может быть, сегодня этого коснусь, у нас появились курды в сердце вообще Башкортостана, на юго-востоке, в городе Сибае. Вот, и ко мне поступает информация, мы же вообще знать не знаем, что за народы. Ну, вроде это курды-езиды, которые, по-моему, то есть они иудеи, по-моему, а может быть, они как раз вот эти вот православные, вот как бы армянская церковь. Вот, эти курды. Но говорят, что это почти что те же самые армяне. Тоже очень опасно. Я думаю, что к курдам я вернусь. Давайте вот. Курды почти что те же самые армяне. Я к ним вернусь. Так, я сказала о том, как опасно, когда некоторые лица армянской национальности попадают в правоохранительные органы. Потому что вот в моем понимании правоохранительные органы вот в таком случае могут превратиться, как вам сказать, в базу организованной преступности, которая действует против коренного населения, против местного населения. Это очень опасно. Это мой вывод на основании того, что происходит.
Вот. Теперь, что еще очень... теперь смотрите. Запустили у нас, нет, вот, может быть, с коронавирусом это как бы притормозилось. У нас ведь вот эта семейка Хабировых, Аветисян, она же планировала открыть прямые рейсы в Ереван. Как вы думаете, для чего? Это же полная оккупация некоторыми лицами армянской национальности Башкортостана. Это вывоз отсюда богатств. Вот они обогащают песок, обогащают ПГС. Куда вывозится золото? Оно же никаким образом у нас вот в Башкортостане не легализуется. А если, например, вывозить через таможню города Москвы, например, Ереван, да, представьте себе, там же были же огромный коррупционный скандал, то есть они там немеренные вообще, немеренную мзду берут, эти таможенники. Вообще у нас таможня, ведь вот как я понимаю, она сейчас работает не для того, чтобы интересы государства охранять, а для того, чтобы набивать карманы таможенников. Вот, чтобы не делиться с таможенниками Москвы, как я полагаю, семейка Хабировых Аветисян вместе со всей их братьей запускает вот этот вот рейс в Ереван. Тут еще одна очень-очень опасная тема появляется. Не знаю, успею, дайте, не успею до нее. Так, следующее. Что касается у нас некоторых лиц армянской национальности. Я являюсь лучшей деловой женщиной Российской Федерации по версии журнала, международного женского журнала «Космополитен». Вот знаете, в бизнесе я как рыба в воде. И то есть я как бы много бизнесов открывала. Мой лучший бизнес у меня просто отобрали с участием ФСБ, с участием лиц, которые в республике известны. Вот. Это о чем мы сейчас говорим. Лучшая деловая женщина. Я смотрю, как открываются бизнесы в Башкортостане. В основном это делают армяне, совершенно не раздумывая о перспективах бизнеса, то есть никаких бизнес-планов. Вот я не прослеживаю, я профессиональный менеджер, я не прослеживаю, чтобы до открытия бизнеса некоторыми лицами армянской национальности составлялись бизнес-планы. Очень рискованно они открывают, то есть не как бы соизмеряя ни с покупательскими, ни с клиентскими потоками, ни с уровнем доходов населения, ни с туристическими потоками, ни с чем. Причем я вижу, что значительная часть бизнесов вот этих некоторых лиц армянской национальности разоряется, но им хоть бы хны, они как ездили вот на этих черных мерседесах, так и приезжают к своим разоренным компаниям. Какой я из этого делаю вывод? Я из этого делаю вывод, что нам, местным предпринимателям, для того, чтобы открыть бизнес, мы 100 раз почешем в голове, 200 раз просчитаем, 300 раз посоветуемся со всеми. Скорее всего, его не откроем. Или нам приходится закладывать квартиру там за 24% годовых для того, чтобы, значит, вот этот рискованный бизнес начать. Некоторые лица армянской национальности, я это вижу, я это считываю. Они получают деньги просто так, им просто так, вот башкорттар, мына шундай хуй бар, тораталар, уларга окса тораталар. То есть вот эти некоторые лица армянской национальности, они не зарабатывают деньги, они их получают для того, чтобы производить экспансию, чтобы производить экономическую оккупацию тех территорий, на которых они появились. И деньги эти идут совершенно без счета. Теперь представьте себе, вот он пришел в республику Хабиров, вот пришла Карине Аветисян, которая вместе со своими родственниками, всей своей, значит, братьей держит его за одно место.
Посмотрите, сколько у нас строится квартир, совершенно не соизмеримо с уровнем жизни населения. Посмотрите, какие у нас заоблачные цены на квартиры, также несоизмеримые с доходами населения. Как вы думаете, кто покупает эти квартиры? Я думаю, эти квартиры покупают те, кому деньги раздают. Раздают независимо вообще ни от чего, просто для того, чтобы произвести экономическую оккупацию территории. Вслед за экономической оккупацией идет, конечно, физическая. Но у нас есть еще один народ, вот по моим наблюдениям, которому также деньги раздают. Причем, вот понимаете, да, не 5 тысяч, не 10 тысяч, а раздают именно так, чтобы можно было открывать бизнес и покупать квартиры безо всякой ответственности за эти деньги. Хотя я полагаю, что вот те бизнесы, которые некоторые лица армянской национальности создают, ну, давайте вот будем говорить, например, в Уфе, в Башкортостане, я думаю, они им по большому счету не принадлежат. То есть это какая-то очень черная, очень мерзкая, очень паразитическая сеть. Вот, исполнителями в которой являются некоторые лица армянской национальности. Вот, я сказала, да, что вот у нас есть еще один народ, некоторые лица еврейской национальности, ну, я бы сказала, почти все, я думаю, также получают деньги, они их получают тораталаруларга. То есть им распределяют денежные средства независимо от, то есть не требуя вернуть. Поэтому я вот предполагаю так, что вот эти вот квартиры в городе Уфе и в других городах Башкортостана имеют такую запредельную стоимость. Во-первых, ну как бы с одной стороны, потому что огромная коррупционная составляющая, а с другой стороны спрос создается вот этими неконтролируемым денежным потоком некоторым лицам еврейской и некоторым лицам армянской национальности. Вот, если я стану главой Республики Башкортостан, давайте говорить президентом, у нас в Башкортостане президент, или президентом Республики Татарстан, я исследую этот вопрос, я исследую вообще, кто и каким образом вот в последнее время выкупал недвижимость, на какие средства, резиденты это Российской Федерации или не резиденты. Так, сейчас тут еще один вопрос возникает. Кстати говоря, сейчас, минуточку. Ладно, может, вернусь, я забыла уже этот вопрос. Поэтому вот если я стану президентом Башкортостана или Татарстана, готова президентом обеих республик быть по совместительству, потому что, знаете, для меня, то есть целью является благополучие народов и передача управление самому народу. Президент – это только исполнитель. То есть моя задача – создать условия, когда решает народ. Народ против себя никогда не решит. Но какой народ? Народ-то должен быть местный. Понимаете, да, вот в чем коварство избирательной системы. Сначала у нас появляется неконтролируемое количество лиц, некоторых лиц, например, армянской национальности, ну, например, некоторых лиц курдской национальности, там еще кого-то. Вот. А потом путем, значит, демократического большинства их становится все больше, прибавляем к ним зависимых бюджетников, прибавляем к ним мертвецов, половина избирателей у нас мертвецы, 108 миллионов избирателей числится у Эллы Памфиловой, якобы на 147 миллионов жителей Российской Федерации. На самом-то деле, по независимым оценкам, у нас то есть в 2 раза меньше численность населения, значит, половина избирателей – это мертвецы. Вот представьте себе, значит, мертвецы, плюс бюджетники, плюс некоторые лица армянской национальности и другие. Вот они за нас с вами решают. Поэтому вот эту всю избирательную систему я предлагаю кардинальным образом изменить. Судьбу региона, судьбу республики должны решать местные жители. Настоящие местные жители, открытым голосованием, чтобы было видно вообще, кто это, кто голосует. Так.
и не демократическим большинством, то есть на это у меня есть наработки. Посмотрите, пожалуйста, у меня целая серия видео, я постепенно это раскладываю, потому что как бы настолько у нас эту информацию затерли вот и в памяти, и в интеллекте о том, что можно жить нормально, можно жить по-другому, что мне вот какие-то вещи, которые мне кажутся элементарными, приходится объяснять в целой серии видео на YouTube. Вот, эта серия, вот, заходите на мой канал в YouTube Рамиля Саитова Аксарлак, и там открываете плейлисты. В плейлистах находите коронавирус, у меня 7 эпизодов, посмотрите, пожалуйста. Вот. Так. На чем мы остановились? Финансовая система. Финансовая система. Ее нужно конкретно менять. Вот давайте я вам объясню. Знаете, если вам объясняют что-то непонятно, это значит, вас пытаются ввести в заблуждение. Когда вам говорят, что финансовая система – это прям такое сложное понятие, в котором вы вообще нифига не смыслите, ну, простите меня за это просторечие, да, в котором вы вообще ничего не смыслите, это значит, вас пытаются надуть. Финансовая система – это очень простое явление. Основа финансовой системы – это то, что можно объяснить на 3 пальцах. Какие-то детали уже там, это вполне возможно, что там какие-то клерки могут исполнять и знать только они. Но это только детали. Она должна быть абсолютно прозрачная. Вот, чтобы объяснить на 3 пальцах, что такое финансовая система, сравните ее с семейным бюджетом только и всего. Вот представьте себе, вот у нас Российская Федерация, да, ну, условно 80 регионов, 80 семей. 80 семей. Ну, как вы думаете, вот, например, вы в одной из этих 80 семей, вы хотите иметь собственный семейный бюджет, или вы готовы его перепоручить какому-то пахану, который сидит в 1000 километрах от вас? Вот сейчас произошло именно это. Я, например, не перепоручала бюджет республики кому-то, кто сидит в Москве. Представьте себе 80 семей, а бюджетом этих семей распределяется, вот, ну, условно, да, одно лицо, условно, давайте, президент Российской Федерации в городе Москва. Что будет? Все деньги окажутся у этого президента в городе Москва. А потом вы будете у него ходить и клянчить с протянутой рукой. Ваши собственные деньги, потому что все, что вы заработали, все, что вы имеете, он забрал себе, у него же кошелек. Потом он, естественно, ему хочется обогатиться. У него там жена, дети, ну, жены нету, например, да. Ну, я не знаю, это стремление к богатству, оно бесконечно. Ну, ладно, например, вот как бы свою ненасытность он там немножко насытил, и вот он, значит, чешет репу, кому из 80 теперь дать. Он же не считает, что это ваши деньги. Все, они попали в его руки, он считает, что это его деньги. Вот. Знаете, меня сейчас терроризирует в WhatsApp, я получаю вот сообщения одно за другим, они появляются на экране. Это вот у нас некоторые лица армянской национальности вот продолжают угрозы. Вот что такое финансовая система Российской Федерации. Это обобрать 80 семей на предмет доходов и вообще всей имеющейся собственности, потратить на себя любимых до бесконечности, а те жалкие крохи, которые остаются, распределять там за красивые глаза, за услужливость, за там еще что-то, вот и все. Вот она, финансовая система Российской Федерации. Это я вам не сказала еще, что у нас в мире, например, ну условно 150 стран, бюджет Российской Федерации, вы же сами знаете, он тоже не замкнутый. В итоге кошелек Российской Федерации, даже не у президента условного, кошелек Российской Федерации находится где-то вот в том самом тайном мировом правительстве. Вот, нормальная ситуация, да? Вот она у нас такая. Поэтому финансовая система, она вот в моем понимании предпочтительно иметь ее региональной,
замкнутой, чтобы вот народ мог отслеживать движение каждого рубля внутри этой системы. Современные компьютерные технологии это запросто позволяют. И то же самое собственность. 80 семей в Российской Федерации. Представьте себе, да, вы, значит, живете, ну это же получается как общежитие, причем без дверей. Значит, комната вам не принадлежит, причем вы семья, комната вам не принадлежит, кровать вам не принадлежит. Почему-то эфир прервался. Но мне кажется, мы закончили на том, что нам ничего не принадлежит, да, вот нашим семьям. Вот это то, что касается вопросов собственности, то есть это вопросы земель, вопросы лесов, вопросы водных объектов. Если как бы нормальная семья, то, соответственно, она имеет собственный кошелек, она имеет собственность. Все это находится у нее под рукой. А двери ее региона, двери дома этой семьи, они закрыты. Если кто-то хочет зайти, то он стучится вежливо в дверь. Значит, вы через глазок спрашиваете, ну вот в наше время через глазок, да, потому что при нормальных условиях-то мы открываем дверь и говорим: ой, здравствуйте, вы там, кто и для чего. Вот, но в наших условиях мы осторожненько выглядываем, значит, заглядываем в глазок и спрашиваем: вы кто? Там говорят, например: я некоторое лицо армянской национальности. Я говорю: а что вы хотите? Он говорит: я хочу ваши государственные подряды. Я ему говорю: вы знаете, но у нас как бы свои достаточно желающих на государственные подряды. Вот и все, и вы не открываете. Господа, но мы же не будем думать, что это проделки тех лиц, которые угрожают мне в массовом количестве. Почему-то вот прерывается трансляция. Так, что у нас еще из наших... Вот, теперь, почему вот так активно ко мне поступают угрозы? Потому что не все так сильно плохо, как было еще, например, полгода назад. Армения дала больше всего солдат, господи. Ой, нет, давайте мы сейчас об этом не будем говорить. Что-то я слышала, что армяне не очень хорошие солдаты. Вот. Подождите, вот вы меня специально отвлекаете. Вот у нас 15 января 2020 года было послание президента Путина, очень странное. Вот. Но одним из положительных обстоятельств было то, что я считаю, что это был момент государственного переворота, но, видимо, он как бы состоялся непоследовательно. Задачи вот этих лиц, которые планировали переворот, не осуществлены в полной мере. Но я вижу одно положительное обстоятельство, это то, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин, то есть был смещен Юрий Чайка с поста генерального прокурора, который он занимал там от царя Гороха. И на место Чайки был назначен, значит, протеже и заместитель Бастрыкина, как я понимаю, я не могу сейчас сказать точно, в каком положении занимал в Следственном комитете, но был назначен Игорь Краснов. Что сделал Игорь Краснов? Одним из первых его шагов было, он отправил в отставку, я не знаю, всех или не всех, но прямо это было массовое отправление в отставку некоторых лиц армянской национальности, которые занимали положение, насколько я знаю, вплоть до заместителя генерального прокурора. Вот, поэтому я усматриваю, что в Москве сформировалось, вернее окрепло, оно, видимо, всегда было, сформировалось сильное антиармянское лобби. Поэтому, например, чтобы возбудить в отношении меня уголовное дело по заявлениям тысяч агрессивно настроенных армян,
и одного этого Галин, СПЧ, это же хабировский СПЧ по правам человека в Башкортостане, создал Хабиров. Ну, естественно, вот, значит, там вот есть такой деятель Галин, он тоже написал в отношении меня заявление. Вот, значит, одно заявление на меня о возбуждении уголовного дела, например. Значит, если это МВД, то разрешение на возбуждение уголовного дела должен дать прокурор. А прокуроры у нас подчинены, слава богу, Игорю Краснову, который почистил Генеральную прокуратуру от некоторых лиц армянской национальности. То есть я так думаю, что Генеральная прокуратура сейчас потирает руки, слушая мое вот это вот выступление. Значит, если это через систему Следственного комитета, то там Бастрыкин, который также продемонстрировал принадлежность к антиармянскому лобби. Если это ФСБ, ну вот я так вижу, что у меня сложилось впечатление, что вот это вот армянское лобби, оно опирается на силы МВД и, страшно сказать, вооруженных сил. То есть это те силы, которые, вот в моем понимании, находятся под влиянием масонства, под влиянием либеральной демократии. Вот. А ФСБ, может быть, достаточно условно, но, мне кажется, оно все-таки находится больше в том крыле, где красные, где Бастрыкин, Краснов. Поэтому по линии ФСБ им тоже будет, я думаю, очень затруднительно начать мое преследование. И я думаю, может быть, даже ФСБ тоже сейчас очень рады видеть вот это мое выступление. Поэтому они вот так и мечутся у нас, вот эти вот тысячи. Ну, то есть я вижу, что вы сами, да, видите, какие агрессивные эти комментарии. Так, значит, я про Бастрыкина, Краснова сказала. Так, теперь давайте вернемся к той самой ситуации. Я не могу понять, как долго я в эфире. Давайте вернемся к той самой ситуации, когда... что было вчера? Мне даже странно подумать, это что, вот вчера только было или позавчера уже вот это видео я разместил? Видимо, позавчера. Представьте себе, я гуляю с малышом по центру города, возле Белого дома. Представьте себе, что я башкорт. Башкорты – это вотчинники, это собственники родовых земель на всей территории Урала и территориях на самом деле от левого берега Волги до Тобола. Вот так вот говорят историки. Вот. Я собственница, я хозяин этих земель. Плюс я участвовала в выборах, я претендовала и претендую на должность президента Республики Татарстан, президента Республики Башкортостан. То есть у меня государственное мышление. Для меня республика – это один большой дом. И представьте себе, я гуляю вот по центру города, совершенно в расслабленном виде, и я начинаю встречать в большом количестве, знаете, вот мужчин, цвет кожи от серого через фиолетовый до черного, то есть вот просто вообще разноцветные, бородатые и молодые, просто вот призывного возраста 20-25 лет. Меня, как собственника вот этого дома, меня это крайне настораживает, потому что я чувствую, что вот эта вот опасность и угроза, это люди совершенно как бы непонятно откуда, непонятно в какой нравственной системе они воспитаны, совершенно непонятно, какие у них материальные устои, непонятно, зачем они сюда приехали, конечно же, не для того, чтобы процветал народ Башкортостана, они сюда приехали с какими-то своими целями. Вот, и, ну, поскольку я была с ребенком, то у меня как-то вот фоном вот эти мысли тревожные начали возникать. И потом я поняла, у меня же телефон-то всегда с собой, думаю, надо было подойти и под запись спросить вообще, что это за ребята, вообще откуда они.
Ну и пока вот я вот так вот была погружена вот в эти мысли и наблюдения. И понимаете, это же вот именно парни, молодые мужчины. И вдруг вот, значит, несколько девушек, значит, вот как бы туда-сюда ходят. И я понимаю, что, ну, мне даже стало немного спокойнее, потому что, знаете, то вот как бы признаки того, что это целая какая-то армия внедрилась сюда с непонятного континента, то ли все-таки это с девушками я, ну, как бы начала немного успокаиваться. И я за этими девушками, я же с коляской, то есть я с коляской за ними бегу, не успеваю, мне пришлось там коляску на тормоз поставить и, значит, за ними побежать. Я, значит, заготовила уже фразу на английском языке, значит, what country are you from? И там что-то там разработала какие-то дальнейшие вопросы. Но вот запыхалась, просто сразу по-русски спросила: девушки, вы откуда? И каково же мое было удивление, я думала, они вот из какой-то арабской страны. Они говорят: мы армянки. Я говорю: как вообще? Ну там вот, я сейчас не помню дословно, но я так удивилась, я говорю: откуда здесь столько армян? Это же естественная реакция, вот таких вот видео размещают сотни, тысячи и миллионы вообще в Инстаграме. Я говорю: откуда здесь столько армян? И знаете, вот если бы я, например, была бы в Испании, да, и ко мне бы вот так вот подошла испанка, например, да, и спросила: вы откуда? Я бы сказала: ну, из России. Она бы сказала: да, что это вас из России так много? Я бы сказала: простите, я бы сказала, ну, вот я, например, приобрела туристическую путевку, или там еще бы что-то сказала, но я поняла, что у них тут какие-то проблемы с россиянами. И для меня это было бы очень понятно, потому что я на чужой территории, и, ну, соответственно, какая-то тревога местного жителя, она мне была бы, ну, по крайней мере, я бы к ней уважительно отнеслась. А эти девушки, ну, вот вы сами, вот те, кто сейчас смотрит вот эту трансляцию, я думаю, вы видео уже посмотрели, они же повели себя агрессивно, причем они начали мне говорить про толерантность. Вы представляете себе, да? Я подхожу, думаю, девочки вот как бы из арабской страны, оказывается, армянки. Я говорю: а что так много армян? Они мне про толерантность. Вы представляете, да? Вот как бы мое состояние стрессовое. Вот и теперь я вам поясняю, что такое толерантность. Толерантность – это отсутствие иммунитета, это медицинский термин. Это когда организм человека отказывается распознавать вредные, чужеродные элементы, причем вредными являются все чужеродные элементы. Вот. Когда организм отказывается их распознавать, вот это состояние называется толерантность. Что значит не распознать? Он, значит, их не выводит. Он не предпринимает мер для того, чтобы от этих чужеродных элементов избавиться или каким-то образом ассимилировать. Вот. Полная толерантность – это значит полная неспособность справиться с чужеродными элементами – это уже смерть. Поэтому, когда они мне сказали про толерантность, я, естественно, там же вот все было совершенно спонтанно. Я говорю: девочки, толерантность – это смерть. И вы же видели, там просто они на меня начали наступать. Ну, вот это такое воспитание. Представь себе, да, я сейчас вот не могу понять, сколько им лет. Ну, такое впечатление, что они вот либо ученицы вузов, либо они вот собираются поступать по возрасту. Представьте себе, вот насколько, и это же их, получается, подготовили, то есть их подготовили к роли оккупантов на чужой территории. То есть вот первая молниеносная реакция – это слово толерантность. Теперь смотрите, что такое толерантность. Вот опять вернемся, да, вот к этой аллегории. Но это вот я время от времени читаю вот эти агрессивные комментарии. Значит, вот моя семья, мой дом. Двери дома, ну, наверное, должны быть закрыты, да, давайте все-таки, вот я сейчас сижу, у меня же квартира закрыта, вы сейчас сидите, у вас квартира закрыта, она не открыта настежь. В нее не заходит каждый желающий, вот каждый из вас сидит, представьте себе, что вот у вас сейчас вот двери открыты нараспашку или даже так, даже стены, например, нету.
И каждый, кто хочет, он к вам заходит, он берет со стола, он заходит в ваш душ, он садится в ваш туалет, он там может все, что хочет, взять и уйти. Вот ведь у нас какая ситуация вот в Республике Башкортостан, и я думаю, что в каждом регионе России примерно так. Значит, если вы здоровый человек, то вы, значит, либо стараетесь там эту стену поставить, либо дверь установить. Если все это есть, то там бежите скорее закрыть дверь, потому что понимаете, что к вам зашли, ну, просто эти бандиты. Вот. Теперь смотрите, вот мы живем в Российской Федерации, да, там я вот говорю, что нужна стена, нужна дверь. А мне кричат: нет, у нас толерантность, двери не нужны, стены не нужны. Вот скажите, пожалуйста, кто будет кричать? Вот нормальный человек будет кричать: у нас толерантность? Про толерантность будет кричать оккупант, про толерантность будет кричать вот этот грабитель, про толерантность будет кричать тот, кто хочет зайти и даром все забрать. Причем забрать так, чтобы у него было право забрать, чтобы его потом за это не наказали, чтобы как бы ему за это потом не предъявили. Вот у нас вот сейчас такая ситуация с нашей республикой Башкортостан и с некоторыми лицами армянской национальности, которые сейчас, значит, в количестве тысяч, многих тысяч шлют мне вот эти вот угрозы. Они кричат про толерантность, они требуют, вот в моем доме, мой дом — это Республика Башкортостан, они требуют, значит, ну, у нас стен нет, дверей нет, значит, и я там пытаюсь как-то, вот, значит, вот так вот встать, чтобы, ну, чтобы защитить свою республику, свою территорию. Они орут: нет у нас толерантности, вы понимаете, да? Таким образом, вот, значит, толерантность для меня вот в этой ситуации, она, во-первых, это диагноз, ведущий к смерти организма. Во-вторых, это требование грабителей, оккупантов, колонизаторов, которые хотят безнаказанно, положив ноги на стол, жить в чужом доме, значит, залезать в холодильник, причем холодильник пополняем мы, они хотят в него залезать, брать оттуда что хотят, значит, наедаться досыта, уносить с собой в Армению, например, да, вот, ну, не зря же вот этот рейс запустили, потому что им же нужно еще с собой домой везти это. А, кстати говоря, вот поехали, знаете, какая тема? Тема, что... Вот я, ну, по моим ощущениям, ну, миллиарды рублей выводятся вот некоторыми лицами армянской национальности из Республики Башкортостан. Они в том числе выводятся на, я так предполагаю, на военную агрессию. Я же как политик тоже развиваюсь, я расту, то есть вот это вот армянский вопрос, он для меня как бы был очень теоретическим. Но вот я сейчас понимаю беду азербайджанцев. Представьте себе, да, вот насколько я понимаю, на их землях появились вот некоторые лица армянской национальности, оккупировали территорию и основали вот эту вот Армению. При этом это же были территории густо населенные, там же, ну, как бы благодатные, теплые края, они были густо населены азербайджанцами, я думаю, иранцами, представителями других национальностей. Представьте себе, вот сейчас это моноэтничная страна. Куда делись азербайджанцы, куда делись иранцы, куда делись другие народы, проживавшие на этой территории? Представь себе, вот такая агрессия идет ко мне за один вопрос: а почему так много армян в Башкортостане, да, там я спросила, или в Уфе? А представьте себе, вот они оккупировали территорию, что они сделали с азербайджанцами, у меня волосы дыбом встают. Причем эта Армения, она же организована, она же разделила исторически, фактически единый народ Азербайджан и Иран. Это фактически единый народ, они их разделили.
И вот проблема Турции и Армении тоже я сейчас начинаю понимать. То есть армяне не похожи на тех людей, которые обременены какими-то нравственными ценностями, нравственными обязательствами. Поэтому я думаю, что все-таки тюркский мир – это не пустой звук. Я думаю, что тюркский мир – это фактически военный союз для защиты вот от подобного рода оккупации. Так, теперь еще один такой вопрос, который, я думаю, никто еще не поднимал, но у меня все эти мысли начали возникать именно в связи с этой ситуацией. Откуда столько армян? Вот посмотрите у меня в комментариях и в Ютубе, еще где-то, ну вот там, где пишут, вот, видимо, это из Азербайджана, из Турции какие-то есть комментарии, они пишут, что со стремительной скоростью, то есть воспроизводятся и, ну, как бы распространяются вот эти лица армянской национальности. Где столько матерей армянок, которые вот столько детей рожают? Я вам рекомендую посмотреть видео Андрея Тюняева. Запишите, пожалуйста, Андрей Тюняев, это блогер. И у него очень хорошие передачи, видеопередачи. Лучше всего их смотреть в серии «Лабиринт». Прямо загуглите Андрей Тюняев, «Лабиринт». Это серия, которую ведет Джули По. Вот, напишите прямо Андрей Тюняев, «Лабиринт», Джули По, и напишите слово «Китай». Потому что вот у них прямо по Китаю, по-моему, даже не одна передача была. Тюняев, ну, он там и физик, и математик. Он рассчитал, что для того, чтобы китайский народ как бы воспроизводился с такой скоростью, одна китайская женщина должна рожать то ли 100 детей, то ли 1000. То есть он приходит к выводу, что воспроизводство китайского народа осуществляется каким-то вот непривычным для нас способом. Я думаю, что в отношении армян это происходит примерно так же. То есть это получается, что вот возникла какая-то народность без своей земли. То есть вот где она возникла? Потом она, значит, занимает, как я понимаю, территорию, исторически принадлежащую Азербайджану. И потом она распространяется вообще по всему миру, как осуществляется воспроизводство. Я думаю, что примерно в том же порядке, о котором говорит Андрей Тюняев, пожалуйста, посмотрите, он это говорит в отношении китайцев. Я задаюсь вопросом вот именно в отношении армян. Причем, понимаете, вообще я же не привыкла видеть девушек-армянок. Я же подумала, что это вот девушки из арабских стран, из каких-то. Потому что женщин-армянок мы практически не видим. Мы видим мужчин армянской национальности, трудоспособного возраста, где их старики. Мы видим там по 20-30 лет, наблюдаем мужчин армянской национальности, но мы не наблюдаем стариков армянской национальности, мы не наблюдаем матерей армянской национальности, и мы наблюдали, ну вот я увидела 5 девушек армянской национальности. Это на те тысячи и миллионы армян, которые вот повсюду. Вот. Поэтому вот я оцениваю как угрозу Республики Башкортостан вот это вот массовое переселение некоторых лиц армянской национальности в нашу республику. Еще раз повторяю, я вижу, что вот эта фактическая оккупация, она финансируется. Я вижу, что им раздаются деньги, они их не зарабатывают, они их получают в неограниченном количестве для приобретения недвижимости, заселения, для открытия разных видов бизнеса, независимо от того, состоится бизнес или нет. Но главное, чтобы, вот, как я понимаю, для тех, кто финансирует их, главное, чтобы вот происходила вот эта оккупация. И, кстати говоря, вот опять-таки вернемся к денежной системе. Я уже сказала, да, что у каждой семьи должен быть свой кошелек.
Я вижу, что вообще в глобальном смысле деньги же абсолютно не привязаны к материальному содержанию, поэтому вот то, откуда эти лица получают деньги в неограниченном количестве, там деньги просто печатают. Это бумажки, вы понимаете, да? То есть вот эта вот вообще глобальная финансовая система, она служит не мерилом, не мерой стоимости, она служит именно для оккупации, потому что вот мы с вами, значит, обливаемся потом за какие-то крохи. Наши вот башкорты вынуждены, просто вообще сейчас, по-моему, все трудоспособное население вынуждено работать за пределами республики на вахтах, вот кровью и потом добывая вот эти вот жалкие крохи. И при этом вот некоторым лицам армянской и некоторым лицам еврейской национальности эти деньги просто раздают так, чтобы хватало на квартиры, на эти черные мерседесы. Вы посмотрите, пожалуйста, вот по улицам Башкортостана, по улицам города Уфы, посмотрите, если это иномарка, то с огромной, дорогая новая иномарка, то с огромной вероятностью в ней сидит вот, одно вот из тех лиц, о которых я говорю. Вот, поэтому вообще вот эта глобальная финансовая система – это механизм экономической, а затем и физической оккупации коренных народов, местных народов, исконных народов, которые проживают на своей территории, через пришлые народы, которые совершенно непонятным образом воспроизводятся, совершенно непропорционально, то есть мужчины трудоспособного возраста, старики куда-то деваются, женщин нет, матерей не видно, вот. Понимаете, да, то есть вот эти деньги приходят с этими совершенно как бы необъяснимыми нам вот по статистическим и биологическим нормам вот с этими лицами. Вот, это вот опасность у нас такая вот, на которую я вот так вот неожиданно наткнулась. Теперь я возвращаюсь вот к тому дню позавчера, когда я сняла вот это видео. Почему меня так насторожили вот эти вот разноцветные молодые люди непонятного происхождения в массовом количестве в центре города Уфы? Прошла информация, что Израиль предложил Рамзану Кадырову поселить на территории Чечни 150 тысяч лиц арабской национальности и чернокожих, то есть, как я понимаю, арабов и негров. Вот то, где я вот это вот увидела в СМИ, там речь шла о Магрибах. Магрибы – это вот такое вот устоявшееся название арабов и негров в Северной Африке. Вот, Израиль предложил Рамзану Кадырову 150 тысяч вот этих магрибов на подселение в Чечню. Что ответил Рамзан Кадыров? Значит, Рамзан Кадыров – это тоже такой вот мистифицированная личность, незаслуженно мистифицированная, потому что, как я понимаю, он в той же вот этой коррупционной системе, в той же системе стертых нравственных ценностей. Вот. И представьте себе, сколько на него компромата, сколько механизмов воздействия на него. Поэтому, как я понимаю, он не смог отказать, Рамзан Кадыров не смог отказать Израилю в подселении 150 тысяч разноцветных магрибов в Республику Чечню. И вот я наблюдаю, я же политик, и я менеджер, то есть вот я просто по внешним событиям наблюдаю. И как я понимаю, он заказал блогерам, Рамзан Кадыров заказал блогерам возмущение по поводу подселения 150 тысяч магрибов в Республику Чечня. То есть он сам не смог отказать. Теперь что происходит у нас в Чечне? Кстати, я хочу еще про Фургала сказать. Что происходит в Чечне? Насколько я знаю, Рамзан Кадыров, вот, по-моему, у них рода называются тейпами, насколько я знаю, он несколько тейпов просто физически уничтожил. То есть он уничтожил там свободную мысль, политическую конкуренцию. Соответственно,
сейчас некому внутри республики, некому сопротивляться подселению этих 150 тысяч магрибов. И Рамзан Кадыров, у которого рыльце сильно в пушку, который не может отказать Израилю. Представляете, да, вот до чего опуститься? Он сам не может отказать. Он заказывает блогерам возмущение. А блогеры пытаются поднять Татарстан и Башкортостан на борьбу с магрибами. Пожалуйста, вот загуглите, я думаю, что вы найдете. Не буду прямо указывать на блогера, потому что не знаю, в плюс это блогеру или в минус. Вот, ну и, соответственно, вот я позавчера наблюдаю, эти магрибы-то уже в Башкортостане. Видимо, пока мы на самоизоляции, что ли, сидели, вот я с периода самоизоляции начала вот обнаруживать вот этих разноцветных молодых людей на улицах города. Магрибы уже в Башкортостане. И Татарстан, пожалуйста, вы тоже не спите. Что касается Татарстана, я туда ездила выдвигаться, я посмотрела на Татарстан взглядом со стороны. Изумительно красивый, европейский, чистый, уютный город Казань. И полное подавление интересов, они себя называют титульным народом татары, полное подавление интересов титульного народа, то есть тот же самый отказ в обязательном изучении татарского государственного языка. То есть для кого вкладывали все эти средства в Казани? Для кого так украсили Казань? Для татар? Нет. Ну нет же, не для татар, да? Вы уже поняли, что не для татар. Для русских? Ну напишите мне кто-нибудь. Я жду. Нет, не для русских. Да, вот мне пишут, РФ – это незаконное формирование, это банда. Ну, в общем, мы примерно об одном и том же говорим. Так, значит, это делается не для татар, это делается в Казани не для русских, а для кого? Почему подселяют магрибов? Вот давайте, значит, я теперь, вот я как политик, как менеджер, как блогер, да, вот я рассуждаю. Значит, магрибов подселяют для того, чтобы заместить полностью коренное население в качестве обслуги. Потому что коренное население или, например, титульное население в Татарстане, да, оно неудобно, оно все время будет качать права, потому что это хозяева дома, в каком бы поколении они ни были, и как бы их долго не унижали, они все равно остаются хозяевами, они чувствуют себя хозяевами. Поэтому вот это вот, его невозможно использовать, долго невозможно использовать даже в качестве обслуги. Поэтому коренное население, вот как я вижу, ну вот эта многоходовка, да, шахматная, коренное население замещается на магрибов, вот на этих разноцветных арабов и негров из Северной Африки, которые тоже, знаете, ну вот блогеры говорят, что это тоже, это молодые мужчины, то есть это каким-то образом, не естественным биологическим способом, а каким-то иным образом воспроизведенные 150 тысяч молодых людей, вот, значит, местное население замещается на них, вот, а в качестве, значит, господствующего населения, я думаю, переселяются некоторые лица еврейской национальности с оккупированных палестинских земель, вот. Причем это все происходит, я так полагаю, в порядке экономической оккупации. Посмотрите, сколько у нас домов, сколько недвижимости. Мы не знаем, кто в них покупает квартиры. Я предполагаю, что в Казани квартиры в лучших домах, пустующие сейчас, я думаю, что они приобретены в основном лицами еврейской национальности. Вот. Так что Татарстан, если вы не избираете меня президентом Татарстана, то вот ждите вот подобных обстоятельств. То есть вот формула такая: 150 тысяч магрибов в качестве обслуживающего персонала, который замещает местное население. Местное население выводится, ну я так полагаю, с помощью вот коронавируса. Или вот как у нас в Уфе, например, завод Кронашпан поставили в зоне охраны водозаборов, то есть просто в питьевую воду сливается, например, какая-то отрава или яды.
Вот, территория Карнашпана абсолютно закрыта, это 300 гектаров земли за забором охраняемой, туда не может проникнуть вообще никто. Что они туда могут вкачать в питьевую воду уфимцев? Миллион уфимцев, просто понимаете, представляете себе, да, просто вот весь город разом опустел. Кстати, давайте вот если пойти дальше, да, вот я вам говорю, я предприниматель, я менеджер, я же это все считываю. Давайте вернемся к примеру Татарстана. Значит, формула 150 тысяч магрибов заселяется, и господствующим, значит, в качестве господ переезжают из Израиля, в том числе наши бывшие соотечественники. Куда расселить 150 тысяч магрибов? Но вот освобождаются с помощью какого-то вируса или бактерии вообще весь жилой фонд. Теперь смотрите, татарстанцы, вот у вас ведь вот эта проблема мусоросжигательный завод. Видите, у вас же даже вредное производство фактически не размещают в Татарстане, потому что его готовят для какого-то господствующего класса, для того, чтобы там были привлекательные условия. Вот. Значит, что они там делают? Мусоросжигательный завод. Представьте себе, например, единовременно, например, тысячи, сотни, тысячи, десятки тысяч людей умершлены. Куда избавиться от трупов? Говорят, что трупы вообще нельзя как бы оставлять. То есть в любом случае трупы нужно собирать. Вот вам и мусоросжигательный завод для того, чтобы массово сжечь трупы. Для того, чтобы, вот я так вижу, для того, чтобы избавиться от населения и подселить вместо него вот этих магрибов. Татарстан, я ваша, ну, вы подумайте, пожалуйста, о своей будущей судьбе, вот. Теперь Башкортостан. Башкортостан, в отличие от Татарстана, эксплуатирует нещадно. Уфа выглядит как большая вот такая деревня с точечной застройкой вообще, то есть как будто город никому не нужен. Значит, что будет здесь? Ну, знаете, магрибов уже начали завозить. Но я думаю, что здесь господствующий класс, ну, я так думаю, что вот некоторые лица армянской национальности, я думаю, что вот это уже готовилось под них. Так, мне идет звонок. Я его, наверное, не приму. Вот. Я думаю, что у нас формула такая, то есть у нас некоторые лица армянской национальности, они попроще, чем некоторые лица еврейской национальности. И для них, вот я думаю, приготовили вот Уфу, Башкортостан, не особо заботясь о будущем, значит, о будущем комфорте. Вот. Значит, обслуживающий персонал, это, видимо, те же самые магрибцы, которые уже начали появляться. То есть это разноцветные жители Севера Африки, молодые люди, то есть 150 тысяч молодых мужчин-магрибцев. Это формула Башкортостана. Как здесь, то есть если там мусоросжигательный завод поставили в Татарстане, да, в Казани, вот не знаю, что они здесь будут делать. Здесь немножко в Уфе, конечно, все это под вопросом. Что они тут запланировали? У нас знаете, кстати говоря, у нас ведь Карнашпан имеет огромнейшие печи, в которых они якобы жгут там стружку и там еще что-то. Кстати говоря, вот я думаю, что для уфимцев и башкортостанцев подготовили печи Карнашпана на этот случай, на случай массового истребления местного населения, замещения его магрибцами. И как господствующий класс мы уже наблюдаем здесь прибытие. Нас опять прервали. Так, теперь что касается... Что касается Фургала, что касается Хабаровска, тоже вот я как политик, менеджер и блогер, что я считываю. Фургал, то есть якобы он там причастен к убийству там в начале 2000-х годов. Значит, чем Фургал отличается? Тем, что он представитель партии ЛДПР, партии Жириновского.
И там на улице вышли там десятки тысяч жителей Хабаровска. Вот тут я бы хотела процитировать, вот, такую фразу: «Революции подготавливаются гениями, совершаются романтиками, их плоды пожинают проходимцы». Вот сейчас я вижу, что население Хабаровска эксплуатируют как романтиков, потому что вот они сейчас топят за Фургала, да? Я думаю, что это... Вот я же политик, я знаю, что такое поднять жителей на протест, что такое поднять десятки тысяч жителей. Итак, Хабаровск, Фургал, десятки тысяч людей на демонстрациях за Фургала. Я вижу, что поднять десятки тысяч людей на демонстрацию – это только внешнее воздействие, то есть это либо деньги каждому протестующему, либо вот сейчас вот говорят про эти 5G, я не берусь утверждать, но для чего-то же их ставят, то есть, видимо, может быть, через 5G воздействует на их психику. Но вот эти вот как бы демонстрации за Фургала – это же опять не за благополучие населения. Это разборки местной мафии между собой, причем она очень условно местная, потому что, как я понимаю, Фургала крышует Жириновский, и вот там же была информация, что 3 года Фургал не платит в центр. Прошла информация, что 3 года Фургал не отчисляет деньги федеральному центру. Ну, вот эти коррупционные деньги, я тоже слышала, что они просто какими-то ящиками туда возят. Вот. Но я думаю, что он просто возил не туда, куда все привыкли, там, типа, по адресу Единой России и ее должностных лиц, там, чиновников, да. Он просто, я думаю, что возил эти ящики в ЛДПР Жириновскому. Вот. И сейчас у них разборки вот между... вот этой вот, как я понимаю, мафией и той, которая привыкла получать мзду с регионов. Вот, поэтому, уважаемое население города Хабаровска, вот вас используют, я вижу, что вас используют. Если вы поднялись, то я полагаю, что желательно изменить всю систему, потому что она насквозь коррумпированная. И, ну, послушайте, пожалуйста, вот этот эфир с самого начала, то есть... неустранимые дефекты для благополучия народов в той системе, которая сейчас у нас действует, в той системе власти. Так, я не сказала об очень интересной теме. Знаете, я почему вот стремлюсь сегодня все рассказать, потому что я не знаю, что будет со мной завтра. При том, как вот все это происходит. Поэтому давайте вы... Подождите, ладно, я сейчас себе еще воды налью. В общем-то, эфир, он как бы такой необычный, не рядовой. Я думаю, что моей судьбой обеспокоены мои друзья, потому что были звонки от друзей. А завтра вам будет жарко. Ну, я понимаю, что вы мне угрожаете. Ну, угрожайте. Почему до сих пор не посадили? Хорошо. Так, давайте я все-таки сегодня это скажу. Значит, общественное мнение среди башкортов. Появилась очень опасная тенденция, при которой на общественное мнение башкортов влияют лица, которые имеют интересы диаметрально противоположные интересам башкирского народа. Значит, я здесь хочу сказать об Айрате Дильмухаметове. На меня просто оказывают давление, от меня требуют, чтобы я его поддержала. Он сидит в тюрьме, над ним идет суд.
Я уважаю Айрата как человека, который имеет собственное мнение, как человека активного, решительного, готового на жертвы, но это, в моем понимании, это жертвы не во имя народа. И я чувствую его участие в той неразберихе, в той газе, которая началась вот в интернете. Уже стало нормой, что я вылетаю из эфира. С приходом Ради Хабирова и его супруги Карины Аветисян, значит, у нас вот эта тенденция началась, что у нас появилось очень много ботов с башкирскими фамилиями и именами в социальных сетях. Причем Ради Хабиров, он для Кремля делает совершенно опасную для Кремля и очень в этом смысле положительную, например, для меня работу, потому что он раскрывает кремлевские тайны. Одно дело, когда технологии работают на территории Российской Федерации, где условно 80 субъектов. Другое дело, когда эти же технологии применяют в Республике Башкортостан, то есть здесь же получается, как вот слон пытается искупаться в корыте. Вот, и я вижу, что Ради Хабиров основал в Башкортостане что-то типа вот эту вот, как же она называется, фабрика троллей Иосифа Пригожина была такая в Петербурге. Вот я вижу, что Ради Хабиров и, значит, его идеолог Мурзагулов, как же его зовут-то, Мурзагулов, короче, что они основали вот что-то аналогичное фабрике троллей в Уфе. И я вижу, что на эту фабрику троллей каким-то образом влияет Айрат Дильмухаметов. То есть я вижу его слова, я вижу его мысли, я вижу его агрессию. Теперь смотрите, Дильмухаметов сколько мог, он боролся с Муртазой Рахимовым. Это продолжалось там почти 20 лет, да, я его могу понять, у Муртазы, у Бабая было очень много вот недостатков, как у политика, вот, но он был такой патриархальный, и он не умел быть вот таким, знаете, тотально мстительным, то есть вот какая-то у него хитрость была, но вот не то, как сейчас происходит. И вот смотрите, Айрат Дильмухаметов до 2010 года, пока не сняли Муртазу Рахимова, он ни разу не сидел. То есть все это время он достаточно свободно осуществлял оппозиционную деятельность. Как только сняли Муртазу Рахимова в 2010 году, пришел Рустем Хамитов и, естественно, позиционируя себя, значит, лидером башкирского народа, но Айрат должен был активно критиковать деятельность Рустема Хамитова, благо там было огромное количество оснований для критики. Вот, но я вижу, что он был произведен той системой, которая действовала не только против Муртазы Рахимова, но и против интересов всего башкирского народа. Поэтому для того, чтобы, вот я так вижу, не потерять тот авторитет, который он заработал в оппозиции Муртазе Рахимову, с 2011 года он практически не выходит из тюрьмы. Вот. Я усматриваю в этом вот именно то, что его держит, вот как Навальный, да, что его держит на запасных путях. Соответственно, при всем уважении к его страданиям, к страданиям его матери, я не думаю, что он там все время сидит. Я думаю, что ну вот он где-то в тюрьме, он бывает, но его показывают, чтобы там оставались какие-то свидетельства, что он сидит. Но я думаю, что на самом деле он находится где-то, где, по крайней мере, он может осуществлять вот эту деятельность, аналогичную фабрике троллей Иосифа Пригожина, но на территории Башкортостана, вообще вот в башкироязычной среде. Посмотрите, пожалуйста, очень злые комментаторы вот с башкирскими фамилиями, именами,
Вот где вы их видите, посмотрите, они в основном собраны в 4-й республике, причем сначала там было несколько, ну, как бы двое-трое мужчин всего, как бы вот, ну, возвышали, занимались культом личности Дильмухаметова, вот 2-3 таких тролля, бота. Затем там постепенно появились женщины. У многих из них нет реальных там фотографий, нет реальных историй. Они часто появляются, ну, на моей странице, вот в Фейсбуке, в основном, посмотрите. Вот. И они же вот проявляют активность именно в 4-й республике. То есть вот они выполняют две задачи. Они возвеличивают Айрата Дильмухаметова, и, значит, весь башкирский народ гнобят за то, что народ не помогает Айрату Дильмухаметову, что там, значит, не возмущается, там еще что-то. Знаете, ненависть вообще ко всем. Вот это почерк Айрата Дильмухаметова. Причем, когда я начала на это прям в сети указывать, значит, там появилась еще одна категория вот этих троллей и ботов. Это как бы аккаунты реальных людей. И мне прям пишут: ты что, я его знаю, он живет там-то. Я предполагаю, что вот они начали брать в аренду вот эти вот аккаунты реальных людей. И вот мне рассказывают, что вот мой знакомый вот в отношении меня конкретно проявляет, или знакомая проявляет какую-то экстремальную агрессию в интернете. А когда с ними разговариваешь, что типа, ну как-то вот, ну, они не могут мотивировать. Ну, конечно, не могут мотивировать, потому что их аккаунтами пользуются тролли, фабрика троллей Радия Хабирова. Поэтому человек в жизни адекватный, а в сети неадекватный, очень агрессивный, ненавидит всех, включая башкортов. Вот я думаю, что вот это очень опасно. Поэтому я вот обращаюсь к башкортам, я призываю вас не реагировать на агрессивные комментарии вот таких вот ботов, не реагировать вообще на агрессивные комментарии, потому что башкортов, якобы башкортов, потому что это совершенно не свойственно нашему народу. Если от какого-то комментатора с башкирскими ФИО идет агрессия, это значит, что здесь что-то не так. Ну и я вас призываю не реагировать на агрессию вот этих некоторых лиц армянской национальности, вот. Потому что, ну, это ниже нашего достоинства вступать вот в эти вот беспредметные конфликты и споры. Мы прекрасно с вами знаем, что мы хозяева на своей земле. И вообще, вы знаете, достоинством человека и его цивилизационной задачей человека является абстрактное мышление, две категории: абстрактное мышление и свободная воля. Абстрактное мышление для того, чтобы уметь формировать собственный понятийный аппарат и в нем ориентироваться, составлять собственные представления о мире, собственные, не навязанные религией, не навязанные никем, исключительно собственные. Именно в этом высшая ценность и высшее назначение и высший статус человека. Он формирует собственную картину мира, собственное представление обо всем на свете. Каждый человек это настоящая вселенная. Значит, первое – это абстрактное мышление. И второе, ну вот, я сейчас подниму, да, потому что я тут немножко пересела, так, чтобы меня было видно. И второе предназначение человека – это свободная воля. Причем человек, наделенный свободной волей, он уважает свободную волю другого человека. Это автоматом, потому что свойство человека проецировать личные качества на окружающих людей, на окружающий мир. А люди, которые уважают свободную волю другого человека, они никогда не агрессивные. Они, ну, как бы, они позволяют, они допускают человеку быть другим, отличным от него. Вот. Поэтому агрессия башкортам не свойственна. Теперь, что нам делать вот в такой ситуации? То есть мы уже попали в ситуацию, когда некоторые лица армянской национальности, ну,
фактически осуществляют оккупационные задачи на территории Республики Башкортостан. Я не зря претендую на должность президента Республики Башкортостан. Я знаю, как эту проблему Башкортостана решить без агрессии, без конфликтов, которые могут привести и к каким-то кровавым драмам. Вот понимаете, да, наша задача, вот абстрактное мышление, давайте назовем условно интеллектом, и свободную волю оставим как свободную волю. Да? Наша задача решить эту проблему интеллектуально. Именно для этого мы башкорты. Именно поэтому мы наделены интеллектом и свободной волей. Вот. А как решить интеллектуально? Вот я вижу, ну вот я как менеджер, как политик, я вижу очень просто. Нужно избавиться от коррупции, потому что коррупция – это вот та самая основа этой экономической экспансии, экономической оккупации. Как только мы избавимся от коррупции, вот ее носители, ее потребители, ее апологеты, те, кто, значит, требует толерантности, те, кто требует снести двери, окна и стены нашего дома, чтобы добраться до наших холодильников, до наших постелей, до нашего душа, там, до всего что угодно, и там самим, значит, здесь покайфовать, и еще и прихватившие унести, а потом вернуться, и так до бесконечности. Вот, чтобы избавиться от таких непрошенных гостей, нам нужно всего лишь навсего избавиться от коррупции. Это сделать очень легко, нужно просто прийти с чистыми помыслами, с чистым сердцем, нужно прийти к руководству Республикой Башкортостан. Так, теперь как прийти к руководству Республикой Башкортостан? Конституции Российской Федерации, мы же опираемся, вот как бы, мы же имеем в виду, вот, что у нас есть правоохранительные органы, да, Российской Федерации, которые на самом деле сейчас работают на то, чтобы заглушить всякую свободную мысль, всякое свободолюбие, всякое инакомыслие. Поэтому я сейчас говорю через Конституцию Российской Федерации, потому что хотя бы условно вот эти правоохранительные органы, они как бы ею должны руководствоваться. Согласно Конституции Российской Федерации, так, о чем я говорила? Согласно Конституции Российской Федерации. Выборы. Вообще устройство органов государственной власти в республике, республиканских органов власти. И порядок избрания этих органов является исключительной компетенцией республики. Еще раз повторяю, запомните, пожалуйста, согласно Конституции Российской Федерации, система органов власти в республике и порядок их формирования, порядок их избрания – это предмет исключительной компетенции самого региона, самой республики. Поэтому мы с вами можем, руководствуясь вот данной нормой Конституции Российской Федерации, я не молчала на тот момент, когда ее активно переписывали. Вот. Она у нас сохранилась. Вот, поэтому, как мы это реализуем на практике, я думаю, что вот, как бы жизнь покажет, оно вот шаг за шагом, она показывает, потому что, ну вот сейчас я убедилась, что для того, чтобы избавиться от непрошенных гостей, нужно избавиться от коррупции, хотя как бы коррупция не была, как бы ликвидация коррупции мне всегда казалась попутной задачей, но вот сейчас вот она у нас выходит на первый план, ликвидация коррупции. Вот. То есть вот жизнь подсказала, как избавиться от непрошенных гостей, то есть ликвидация коррупции. Я думаю, что нам жизнь подскажет, как воспользоваться данной нормой Конституции. Не нормой, а, вы знаете, вот в предмелах компетенции, среди компетенций Российской Федерации и среди компетенций совместных Российской Федерации регионов нет установления вот этого, вот установления системы республиканских органов власти.
и избирательной системы там нет. То есть поэтому по умолчанию оно переходит в исключительную компетенцию республики. Вот, то есть давайте посмотрим, я думаю, что время подскажет, как нам этим воспользоваться для того, чтобы я предлагаю себя на эту должность президента Республики Башкортостан с тем, чтобы демонтировать вертикаль власти, всю власть отдать народу, причем народу местному. Скажите, пожалуйста, живые люди могут вообще столько угроз писать? Вот понимаете, да, вот к некоторым лицам армянской национальности у меня ну, очень серьезные подозрения. Мне кажется, вот они как будто по какой-то программе живут. И мне кажется, они не работают. Вот найдите сейчас, ну вот 10 тысяч башкортов, да, вот у меня в Инстаграме сейчас, вот, ну, 2 часа назад было 10 тысяч угроз. Вы найдите столько башкортов, которые будут сидеть в Инстаграме и писать угрозы. Это получается же, что они не работают. То есть эти некоторые лица армянской национальности, они не работают, они только сидят вот у меня на страницах, у меня на телефоне и шлют вот эти вот угрозы. Так. Поскольку я сейчас уже не знаю, что там, что будет на выходе. Чем закончится сегодняшний день и начнется завтрашний, я не знаю. Я успела вам сказать самое важное, я успела сказать о самых важных, о самых серьезных угрозах. Хочу сказать еще об одной угрозе. Эта угроза – это масонство. Я вижу, что начиная как минимум с начала 2000-х годов вся политическая жизнь нашей республики из-под тишка портится, я даже не знаю, как сказать. То есть, вот, знаете, просто как черный туман и черный агрессор исходит вот от этой масонской ложи «Форпост-30». Ее самые яркие представители – это Павел Крашенинников, это председатель Думского комитета по государственному строительству, то есть это тот человек, который переписал Конституцию, Павел Крашенинников, он родом из Магнитогорска, то есть с исторических земель башкортов. Андрей Назаров, сейчас он занимает положение, неконституционную должность первого вице-премьера Республики Башкортостан. Значит, Назаров и Крашенинников, два ярких представителя. И я уверена, что Ради Хабиров тоже там же. Я вам сейчас поясню. То есть в 1999 году Крашенинников занял вот это место председателя Думского комитета. Это главный комитет по государственному строительству. Занимает его бессменно по сегодняшний день. То есть это уже более 20 лет. Я удивляюсь вот этим вот, понимаете, да, это вот нормальные люди, да, вот сидеть, и вот эта агрессия, вот такая агрессия из них исходит. Но, знаете, если вам не нравится, вы же можете выйти из эфира. Вот понимаете, да, это люди, не наделенные свободой воли, не наделенные интеллектом. Те, кто наделены свободной волей, они думают, ну ладно, говорит что-то непонятное, и мне не нравится. Ну, и им всегда есть чем заняться, они уходят из эфира. Эти же как автоматы, вот, ну я вам говорю, как биороботы вообще сидят и насылают вот эту вот всякую хрень. Так, вот я как туда посмотрю, так отвлекаюсь. Значит, «Форпост-30». Я предполагаю, что именно «Форпост-30» засунули. Я вот, знаете, я вижу по радио Хабирова, вот он был там, например, условно ректором Института права в Башкортостане, да, но я ведь не вижу абсолютно вот правовые знания у него не просматриваются. Ну вообще не просматриваются, у него нет правового мышления. Я так понимаю, что его просто вот этот «Форпост-30», потому что он специализируется именно на юристах. Вот Крашенинников, по-моему, возглавляет Ассоциацию юристов Российской Федерации, а Назаров, по-моему, он возглавляет ну, вот, региональное отделение в Башкортостане этой Ассоциации юристов. То есть они себя позиционируют как юристы, и, видимо, они в какой-то момент захватили
ну, бразды правления вот в этом институте права, представляете, каких они сейчас юристов там штампуют, с какой ненавистью вот и к башкортам, и вообще к местному населению. Вот. И они там его как-то засунули, протащили, я так полагаю, на должность условно ректора, по-моему, там назывался директор. Вот. И оттуда каким-то образом, ну, я вот прослеживаю связи, знаете, я прослеживаю их связи с Уралом Рахимовым. По-моему, говорят, что жена, бывшая жена, я думаю, что они же засунули бывшую жену Ради Хабирова чуть ли не спичрайтером к Муртазе Рахимову. Короче, каким-то образом в 2003 году осенью Ради Хабиров попадает в Белый дом аж руководителем, по-моему, по внутренней политике. И в 2003 году, в декабре, я вижу, что он портит выборы. То есть он организует печать фальшивых бюллетеней, причем он их организует для того, чтобы вот, это вскрылось, это провокация. Там, значит, вместе с Рахимовым на этих выборах активно шел Сергей Веремеенко, был оппонентом Рахимова. Вот. И вот печатая эти фальшивые бюллетени, Ради Хабиров одновременно уведомил, как я понимаю, Сергея Веремеенко, а может быть они напрямую общаются с Айратом Дильмухаметовым, потому что, как я понимаю, была такая организация «Союз башкирской молодежи», которую возглавляли вот 3 человека, которые, ну, сыграли существенную роль в политике Башкортостана, но я не вижу, чтобы они работали на интересы народа. Вот. И вот Айрат Дильмухаметов был одним из лидеров СБМ, а Ради Хабиров, насколько я понимаю, он там состоял одно время, поэтому я думаю, что у них даже были прямые отношения. Вот. И, соответственно, вот эта печать фальшивых бюллетеней, о которых, естественно, знает Дильмухаметов, он устраивает набег на эту типографию, где печатаются фальшивые бюллетени. Ему помогает Акучуков Урал Сабирьянович. Вообще я вижу, что Ради Хабиров вот в своей неблаговидной деятельности опирается именно на МВД. Посмотрите, у меня вот серия видео была, там, кто будет президентом Российской Федерации, что ли, что такое, кто будет президентом, тоже вот это вот у меня плейлист. Вот пока я его делала, вот я тоже как бы, ну, я определилась с основными направлениями вот в политике, во внутренней политике Российской Федерации. И я вижу, что вот я вижу, что либеральная демократия, ну, у нас вот 2 основных направления политики вообще вот. Почему нас тут регулярно прерывают? То есть 2 основных направления в политике – это красные и белые, это коммунистические и либерально-демократические проекты. И я вижу, что Ради Хабиров представляет либерально-демократический белый проект, который опирается среди силовиков на МВД и российскую армию. Вот. То есть это, видимо, разделение идет давно, потому что я вижу активную роль Акучукова. Я вижу активную роль представителя МВД Акучукова. Вот, они все вместе устраивают этот цирк с фальшивыми бюллетенями. Я вот сейчас поправила свой телефон. Видимо, он перегревается, я так думаю, поэтому вот перебои с эфиром. Я поставила вентилятор за телефон. В итоге они, значит, срывают запланированную победу Муртазы Рахимова в первом туре выборов. Вот. И он вынужден, значит, готовиться ко второму туру, причем даже без фальшивых бюллетеней Муртаза Рахимов в первом туре выборов набрал больше голосов, чем Веремеенко. То есть фальшивые бюллетени были нужны не для Рахимова, они были нужны для того, чтобы его подставить. Это деятельность, напоминаю, Форпоста 30. Это масонская ложа, и, как я думаю, это его представитель Хабиров, и за ним стояли Назаров, как я думаю, и Крашенинников. Итак, вот, значит, Муртаза Рахимов начинает готовиться ко второму этапу выборов, которые состоялись там условно через 3 недели. Значит, за это время что было?
Муртаза, ну я вижу просто, это все же в открытом доступе, я просто посмотрел новости тех времен, я тогда занималась, ну да, совершенно, то есть я политикой не занималась, вообще не имела понятия о том, что происходит в республике, это все проходило мимо меня. Вот. Муртаза Рахимов, я вижу, что он едет в Москву к Путину договариваться о том, чтобы победить на втором этапе выборов. Но мы все сами понимаем, да, что у нас побеждает на выборах не тот, кого выбрало население, а значит, тот, кто назначен на победителя чиновниками. Вот. И я думаю, что там шел процесс купли-продажи ресурсов республики. О том, что Муртаза Рахимов продал за победу на втором этапе выборов, мы сейчас с вами поговорим. О том, что он продал, можно судить о том, что мы потеряли, начиная с 2003 года. Я думаю, что, значит, он не просто с Путиным разговаривал, я думаю, что он прошел через приемную, через Павла Крашенинникова. То есть я вижу, как бы вижу по событиям, что он договаривался с форпостом 30, то есть они уже взяли его за жабры к тому моменту. Значит, что было продано? Весь башкортостанский юго-восток. Значит, башкорты Юго-Востока до сих пор думают, что вот все то разорение, которое пошло после 2003 года на юге-востоке Башкортостана, это была месть Муртазы Рахимова за то, что он не набрал должное количество голосов башкортов на юго-востоке. Так вот, я вам хочу сказать, уважаемый башкорттар, я думаю, что Муртаза Рахимов, его взяли за одно место, он вынужден был согласиться продать за, значит, победу на втором этапе выборов, он согласился на то, чтобы там начал хозяйничать форпост 30. И одновременно там пошли какие-то очень неприятные движения по нашим шиханам с ОАО «Сода». Одновременно к этому моменту вот уже Урал Рахимов, я вот вижу по событиям, он уже собрал активы, по-моему, это назывался ТНК, да, топливно-нефтяной комплекс Башкортостана, он уже собрал активы, тоже, ну, недобросовестным путем собрал у себя. И я вижу, что вот после этого момента тоже они как-то начали, то есть вот появилась вот эта неустойчивость, как-то они потом постепенно перешли в руки федералов. Вот. Ну вот я вижу вот именно юго-восток Башкортостана, Муртаза Рахимов тогда в конце 2003 года, в декабре 2003 года продал форпосту. После этого, значит, там появляется, теперь смотрите, там, например, 21-го был второй этап выборов, он выигрывает, да, например, Муртаза. Одновременно, насколько я помню, ну вот я не перепроверяла перед эфиром, потому что у меня эфир, видите, он в пожарном порядке. Одновременно Андрей Назаров на этих же выборах проходит депутатом Государственной Думы, ну, естественно, Павел Крашенинников, он же бессменный, но его все время надо переизбирать, он проходит тоже в Государственную Думу. И, насколько я помню, 23 декабря уже совершается убийство прокурора города Сибай, это наш юго-восток, убийство прокурора города Сибай Карачурина. Что это значит? Это значит, это я вижу, что если до того момента Карачурин там охранял интересы башкортов и был опорой Муртазы Рахимова на юго-востоке республики, то после того, как Муртаза сдал юго-восток, что осталось делать? Осталось убрать Карачурина. И представляете себе, да, кто это мог сделать? Тот, кто купил юго-восток в декабре 2003 года. Вот. Это очень важно для башкортов. И потом я отслеживаю вот деятельность Раиля Сарбаева. Знаете, вот по лесам Бурзяна Раиль Сарбаев, мне кажется, тоже очень близок к этому форпосту 30, потому что он ведь стал акционером вот этого УГМК. Давайте вспоминаем, значит,
Один из первых документов о возможной разработке Торатау подписал именно Раиль Сарбаев, будучи премьер-министром Башкортостана, насколько я помню. Это первое. Второе. Вот эти леса, вот этой лесопромышленной компании Селена, вот леса же у нас под корень были, ну, фактически проданы, ну, то есть они переданы в какую-то там супер долгосрочную аренду. Вот, это же тоже он подписал в 2008 году. Причем, посмотрите, пожалуйста, у меня в сетях, ВКонтакте и в Фейсбуке, и в Одноклассниках я опубликовала, я писала заявление в Следственный комитет в прошлом году и в Антимонопольный комитет. Там я конкретно указала в одном из заявлений, что именно Раиль Сарбаев подписал в 2008 году несоответствующие объему инвестиций инвестиционное соглашение о передаче вот ЛПК «Селена» фактически бесштанной команде вот всех лучших лесов Башкортостана. Вот, я предполагаю, и потом, вы помните, да, он же выдвигался на должность президента республики, он конкурировал с Хамитовым. Я думаю, что он это делал, я думаю, что он работает в связке с Хабировым. Он это делал только потому, что Хабиров его как бы, ну, по сговору с ним, я думаю. Каких-то они собственных целей добивались. Я не вижу, чтобы Раиль Сарбаев делал это для народа. Вы сами видите, да, вот пришел Хабиров, и у нас Раиля Сарбаева просто не видно. То есть вот начиная, я отслеживаю вот с 2003 года, как появился Хабиров в администрации президента Республики Башкортостан, полностью все вот вверх тормашками, полностью вся политика скомкана. Она все интересы не в пользу народа, а в пользу каких-то частных лиц. Я сейчас прервусь на звонок. Был звонок от друзей. Я думала, что это срочно, оказывается, просто звонят. Вот, это то, что у нас происходит с форпостом 30. Так, я думаю, что мне еще сказать из того, то есть я вот это наговариваю, потому что я не знаю, что будет со мной сегодня вечером, что будет завтра утром и в последующем. Я хочу оставить вот эту информацию. Вот курды. В 2003 году в Сибае появляются курды, а в Белорецке появляются чеченцы. Причем курды там заселяют целый микрорайон, а чеченцы в Белорецке заселяют там тоже, по-моему, несколько жилых домов. Представляете, да, их всех туда привез, как я понимаю, Андрей Назаров и вот этот форпост 30. То есть я думаю, что это тоже было предметом соглашения купли-продажи, для чего они их туда поселили. Я вам еще раз хочу вот напомнить, что я считаю, что замкнутые этнические диаспоры, вот эти группы, замкнутые этнические группы, они очень опасны, потому что они вот за их пределы информации не выходят, то есть чаще всего они создаются для того, чтобы служить звеньями какой-то преступной деятельности, с замкнутыми звеньями. Представьте себе, прокурор Карачурин был убит после того, как, я полагаю, что Муртаза Рахимов продал за свое президентство в 2003 году юго-восток Башкортостана. Карачурин был убит. Все, значит, правоохранительные органы на юго-востоке переходят в руки форпоста 30 в масонской ложе, и они начинают выстраивать, как я понимаю, сеть. Тут кто-то переписывает, мне пишут: в тюрьме будешь, хорошо, Артур Странник. Вот начинают выстраивать сеть. С 2003 года это все пошло. Я так полагаю, что там начинает выстраиваться наркотрафик. Причем я полагаю, что именно вот эта вот курдская замкнутая диаспора является проводником наркотрафика.
Также я думаю, что там вот начинается разработка, вот то, что сейчас Сибайский карьер горит, тогда же вот он начал примерно в те годы, то есть после 2003 года началась его разработка без лицензии, то есть у них же вообще не было никакого разрешения, ничего на разработку этого Сибайского карьера. И там же медь – это только один из продуктов, там на самом деле очень много видов драгоценных металлов, включая золото, там путем обогащения. Представьте себе, значит, там грандиозное количество этого золота, серебра, платины производится, куда его деть? Это же все как бы нужно укрыть, это же все добыто нелегально. Вот, оно, видимо, каким-то образом вывозилось вот с использованием вот этой замкнутой курдской диаспоры. Значит, в продолжении этого в Белорецком районе, как я понимаю, вот эта замкнутая чеченская диаспора, я думаю, что вот осуществляла те же самые действия, то есть это организация наркотрафика, это все Форпост 30, это все после 2003 года, это именно они их поселили, там, как я понимаю, организация наркотрафика и вывоз драгоценных металлов. И еще у чеченской диаспоры в Белорецке была еще одна важная функция – это лес. То есть я вот помню до сих пор, что вот, например, в прошлом, позапрошлом году, когда речь стояла о том, что леса разворовываются, как бы башкорты, живя в лесу на своей земле, они не могут получить ни лес для строительства дома, они не могут получить ни лесной участок в аренду. И мне говорили, что чеченцы там с автоматами ходят по лесу, и вот башкортов туда не пускают. Вот еще одна роль была там чеченцев. Причем чеченцы ли это очень сомнительно, потому что я там, тоже вот по межнациональному конфликту защищала башкортов в Белорецке. И вот эти якобы чеченцы, вот как я поняла, якобы на меня наезжали. Но мне-то это смешно вообще. На меня, вот на башкорт, наехать в моем Башкортостане, вот, извини меня, вот пошел ты куда подальше. И типа это, вот я видела их два главных типа чеченца. Но это даже не было как наезд, потому что, я на него посмотрела, кто ты тут вообще? Не поняла вообще. Но в моем понимании это были таджики. Мне кажется, вообще вот у нас как бы, мне кажется, я не знаю, или какие-то вот, из Средней Азии какие-то. Короче говоря, что-то вообще очень смешное и странное вообще. Какие-то мистификации. Башкортар вообще, вы посмотрите, пожалуйста, вокруг себя. Кто у вас отнимает вообще средства к существованию, жизненное пространство? Всякий проходимец, который называет себя то чеченцем, то там еще кем-то, то курдом, мы же хозяева на своей земле. Вот как только мы осознаем, вот давайте вот это вот самое главное я хочу сказать. Как нам изменить ситуацию, как нам перейти в лучшую жизнь, причем перейти без конфликтов. Я имею в виду, может быть, конфликты какие-то, вот сейчас, вот, например, да, вот это же конфликт. Но главное, чтобы не переходило в кровавые разборки, как нам без кровавых разборок перейти в лучшую жизнь. Вот представьте себе, вот нам говорят о восстаниях рабов. Вот мы думаем там, например, нам так говорят, на самом деле мы не знаем вообще, было такое или не было, условно, да, например, вот где-то там рабовладельческий строй в каком-то там древнем государстве, и мы думаем, а почему они вообще как бы не восставали, и всего лишь, вот известно всего одно восстание рабов, там восстание Спартака. Потому что для того, чтобы рабы восстали, первый шаг – это понимание того, что ты свободный человек, что ты свободный человек, что ты наделен свободной волей, что ты наделен абстрактным мышлением, то есть что ты человек высшего порядка. Высокий статус человека нужно осознать для того, чтобы вообще хоть какой-то шаг дальше сделать. Поэтому, Башкортар, посмотрите, пожалуйста, вот мое видео «Коронавирус», 7-й эпизод, я вам все там для вас рассказала. Вы, пожалуйста, осознайте свое положение и роль в мире. Как только башкорты осознают, как только они это вспомнят, у нас с вами это самый миролюбивый, самый любознательный,
Самый интеллектуальный народ – это башкорты. Как только вы это поймете, до глубины души поймете, то вот не нужно будет никаких войн и конфликтов. Решения найдутся сами. Вот, да, понимаете, даже мне затруднительно найти решение, потому что нам массово, всем народам нужно прийти к этому осознанию, к тому, что мы интеллектуальные, что мы свободные, что мы хозяева на своей земле, мы вотчинники. Много раз об этом говорилось, наши вотчинные права подтверждали там и Чингисхан, и Иван Грозный. Почему я не люблю об этом говорить? Потому что, знаете, вот для меня ни Чингисхан, ни Иван Грозный не являются авторитетами для башкортов, авторитетами, которые должны что-то подтвердить. Просто они оказались рядом, и вот исторически зафиксирован тот факт, что вот и при Чингисхане, и при Иване Грозном подтверждалось наше неотъемлемое право башкортов, наше вотчинное право на родовые земли, на Урал. Как только мы это осознаем, мы найдем пути решения. Они станут очевидны. Так, ну что... Я прошу, башкорттар, если вы смотрите, представители вот других народов, у которых действительно есть искренний интерес к тому, что-то от меня вы хотите услышать, давайте вот я прям посижу 2-3 минуты, и я попробую вот разглядеть ваши вопросы. Я старалась сказать самое главное. Рамиля, мы с тобой, Рахмат. Там вот странник Артур, мне кажется, Артур, ну, угомонись, пожалуйста, или выйди из эфира. Одни ругательства. Какие вопросы еще у нас остались неисследованными? Ну, давайте вернемся к пожару в Бурзяне. Он в 5 местах одновременно. Вы хотите отделение от России? Вот давайте мы этот вопрос. Хорошо. Почему не говоришь по-башкирски? Но на вопросы странники вообще не буду отвечать. Так. Лес в Бурзяне был одновременно 5 очагов возгорания в разных местах. Что это значит? Это значит, что был совершен поджог. Кто совершил поджог и с какой целью? Я разместила во всех своих соцсетях, это мои последние посты, обращения годичной давности в Следственный комитет к Бастрыкину и в антимонопольный комитет по вопросам выявленного мною отсутствия договоров аренды лесных участков у ЛПК «Селена», у лесопромышленной компании «Селена». Как я это выявила? Я пересмотрела десятки судебных решений, решения арбитражного суда не имеются в открытом доступе, и я увидела, что судьи не производили необходимый шаг, они не проверяли наличие договора аренды лесных участков у ЛПК «Селена», который был стороной по делу. А 2-3 судьи, они прямо указали, где-то один указал, что нет актов приема передачи лесных участков, которые являются обязательным элементом договора. Один указал, что нет государственной регистрации договоров аренды лесных участков, тоже недействительны договора лесных, вот эти договора аренды без государственной регистрации. Вот, то есть я усмотрела, что вот это вот грандиозное мошенничество было совершено в отношении башкирских лесов. Вот, и прошел год. Уголовное дело, вот как я понимаю, не возбуждено. Антимонопольный комитет отказал в рассмотрении апелляционной вообще вот моей этой жалобы. Теперь, но мне передавали, что ЛПК «Селена», она там прям вся перерегистрировалась. То есть вот они как заметали следы, понимаете, да, то есть это сколько получается, там 10 лет, да, они разворовывали, получается, леса Башкортостана, не просто разворовывали, они же отнимали у башкортов, а башкортам перепродавали в 10 раз дороже, то есть не имея договоров аренды лесных участков от государства, они перепродавали в аренду эти лесные участки башкортам.
Причем еще и возбуждались уголовные дела в отношении башкортов за то, что они там что-то лишнее спилили и там, или еще там что-то не сделали. Вот, ну, мне вот буквально вчера сказали, вот я прям воспроизведу, за 2 кубометра леса там человек 20-25 башкортов вот, в Бурзяне привлекли к уголовному делу и вынесли приговора. Мне также сказали, по 8-10 лет стоят местные жители в очереди на лес просто на дом. Вот. Представляете себе, да, вот это ЛПК «Селена», не имея договора аренды лесных участков, она перепродавала в аренду эти леса башкортам. И возбуждались уголовные дела. Вот, какое следствие из этого? Вы представляете, да, объем хищений, то есть все, что в это время вырубалось, это было хищение. Значит, все уголовные дела в отношении башкортов должны были быть пересмотрены. И, соответственно, вот и чей интерес в поджоге вот этих вот лесов, география поджогов, она совпадает с деятельностью ЛПК «Селена». Вот, это Белорецкий, Абзелиловский и Бурзянский районы. Вот, и при этом, ну, напомню, мне тоже, я не успела это проверить, но мне сказали, что прямо перед этими пожарами был там, что был там вот Ради Хабиров. Вы знаете, ну, как бы оно обычно так бывает, приезжают и договариваются. Вот, после его отъезда леса загорелись. Причем от самих же армян я узнала, что, оказывается, начальником Министерства по чрезвычайным ситуациям Белорецкого района является армянин. Вот и все. Это получается, что Ради Хабиров и вот этот форпост 30, и некоторые лица армянской национальности, видимо, они с самого начала, ну в общем-то, да, потому что ведь Раиль Сарбаев в 2008 году подписал, он совладелец УГМК, то есть он тоже причастен к этому форпосту 30. То есть с самого начала прослеживается вот участие в хищении лесов Башкортостана, вот форпоста 30. Вспомним, что именно они там подселили чеченцев в 2003 году, чтобы вот осуществлять вот эту хищническую вырубку лесов. Вот так и получается, что вот с самого начала Хабиров и вся вот эта компания, они без договоров аренды лесных участков эти леса похищали, перепродавали башкортам в 10 раз дороже, перепродавали договора аренды лесных участков башкортам. И сейчас в этом году, значит, они решили, я так думаю, что именно они решили спалить лес для того, чтобы укрыть следы вот этого преступления. И теперь смотрите, вот мне сказали, что сегодня Ради объявил, что за 2 дня он потушит этот пожар. Башкорттар, я вами так горжусь, лопатами. Это был звонок на мой телефон. О чем я говорила? С эфира мне поступил звонок, поэтому я уходила. Я говорила о лесах Башкортостана, да, ну вот я свое мнение высказала. Вот, Ради Хабиров, значит, я сказала, что я горжусь башкортами. По-моему, ни в одном регионе Российской Федерации сколько лесов горело. По-моему, прецедента нет, чтобы вот такой огромный лесной пожар потушили с помощью лопат. Не было никакой авиационной поддержки, отказал наш, по-моему, МЧС, отказал в авиационной поддержке. Но, естественно, вы понимаете, да, они же все под Радием Хабировым, под Карине Аветисян, под этим форпостом 30. Вы понимаете, да, это какое давление? То есть они просто бросаются делать все, что указывает им вот эта вот, ну, фактически организованная преступная группа, которая оказалась у власти. Вот. И, естественно, ничего не дали, башкорты собирались, сами своим путем ехали туда и лопатами остановили этот грандиозный лесной пожар. И когда они уже остановили,
пожар остановили. Значит, появился Ради Хабиров со своим обещанием через 2 дня потушить лесной пожар. Вот и все. Вот вам весь состав преступления. Вот он умысел, вот он мотив, и вот оно исполнение. Так, я пытаюсь дождаться каких-то... за отделение от Российской Федерации Башкортостан. Вы знаете, дело в том, что... Вот, ну, давайте, вот я сейчас перескажу. У нас Селена... Что-то, вы знаете, я из-за этих вот агрессивных армян не вижу, кто-то задал вопрос про Селену. Задайте, пожалуйста, еще раз, а. Селена... Селена кронировала деревья, а потом отправила их в Кроношпан. Но я вам говорю, вы знаете, с Кроношпаном ситуация куда страшнее. Я же вам сказала, вот до меня вот сейчас как бы, я периодически об этом думаю и забываю. То есть вообще у меня теория, что печи Кроношпана созданы для того, чтобы сжигать трупы местного населения в момент замещения их пришлыми. Вот сейчас оказывается, что это магрибы. Так. Был вопрос, ну он серьезный, может быть, задал провокатор, но вопрос серьезный. Выступаю ли я за отделение Башкортостана от Российской Федерации? Ну, я хочу сказать, что Российская Федерация в правом смысле она не существует, поэтому вопрос является некорректным. Нет договора, учредительного договора о создании Российской Федерации. Многократно переписывалась Конституция. Каждое изменение Конституции должно было сопровождаться федеративным договором, новым федеративным договором. Его нету. И вот сейчас Конституцию переделали основы конституционного строя. Ну вот одно из них, например, ввели публичную власть, хотя согласно основам Конституции у нас всего 3 ветви власти: исполнительная, судебная, законодательная. Вот. Согласны ли народы жить в стране, в которой вот такая конституция? Это же каждый раз вопрос нужно решать по новой конституции, новый федеративный договор. Поэтому Российской Федерации де юре вообще ее и не было изначально, и нет до сих пор. Вот. Поэтому вопрос за отделение от Башкортостана от Российской Федерации нет, он является в правом смысле некорректным. Нет, Динар Мингазов, да, ну простите, я же не успеваю прочитать. Вы поймите, что я вот текст успела прочитать, а кто написал, я не знаю. То есть я не успеваю, и я не вижу всю историю ваших комментариев. Динар, прости меня, пожалуйста, если я как бы ну, неумышленно. То есть я же вижу, что мне тут только вот лица армянской национальности в основном пишут. Причем одни и те же вопросы просто для того, чтобы спамить. Так, ну, Динар, я вот ответила на твой вопрос. Можешь еще какой-то вопрос задать? Прости, пожалуйста, если... Странник Артур Рамиля, я с тобой. Артур, ты это как-то меняешь свое мнение? То есть был против, стал за, да? Может, я чего-то не понимаю? Будут еще какие-то вопросы? Я не могу отправить армянских ботов в бан, потому что ну, я занята эфиром, у меня и мысли заняты, и это же нужно как-то вот делать. Я пишу не для спама, а Ренбосс. Ну, давай Ренбосс еще раз тогда напиши. Поменялось. Странник Артур. Мы закончили на том, что странник Артур сообщил, что он поменял свое мнение обо мне. Это удивительно. Я сижу, потому что, видите, вот при таком количестве угроз, тут не про армян. Почему не любите армян? Ну, знаете, я вот на этот вопрос отвечаю, по-моему, уже часа 3. Пересмотрите, пожалуйста, вот всю трансляцию. Ну, вот отвечают армян, никто не любит. Это не я отвечаю, это я читаю комментарии. В этой трансляции я говорил даже про Турцию и Азербайджан. Посмотрите, пожалуйста, если кого-то интересуют эти вопросы, я об этом уже говорила. Ладно, я вас благодарю. Благодарю за этот эфир. Я, наверное, его закончу.
Мой вопрос, подождите. Почему я не говорю по-башкирски? Я не говорю по-башкирски, потому что я уфимская башкирка. Ни дня я не изучала башкирский язык, у нас его не было в школе как такового вообще. Все мои познания башкирского языка, они связаны с тем, что я там один раз за трехмесячные каникулы, да, вот за летние каникулы, один раз по 2 недели гостила в деревне. Но еще и папа с мамой дома разговаривали на башкирском языке, но вы знаете, это все именно на бытовом уровне. Ой, хаубулуков, рахмат, Владик Дикий. Ладно, зур рахмат, башкирттар. Большое спасибо всем, кто меня смотрел. Большое спасибо тем армянам, которые меня смотрели, может быть, пытались разобраться в вопросе, понять, что тревожит меня, что тревожит людей, которые меня поддерживают. Вот. Я вам всем очень благодарна, что вы были со мной. Я прекращаю, хаубулов, я прекращаю эфир.